В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в выпуске. О подготовке к двум важным датам. Президент провел совещание по вопросам празднования 25-летия Победы и десятилетия государственного признания Абхазии. Переизбрали еще на 5 лет. Ректором АГУ вновь избран Олег Угварамия. С надеждой на возрождение абхазского кинематографа премьера 7 новелл Михаила Лакарба прошла с большим успехом. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел совещание комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетия международного признания независимости нашей страны. Обсуждались организационные вопросы и план мероприятий на юбилейный год. В состав комиссии по организации празднования таких значимых для Абхазии юбилейных дат, как 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетие международного признания независимости республики, входят руководители министерств и ведомств, а также всех ветеранских организаций страны. В совещании также приняли участие главы городов и районов страны. Спектр обсуждавшихся вопросов был разнообразен. Составить список приглашенных, решить организационные вопросы приема и размещения гостей, продумать праздничную программу, чтобы создать неповторимую, соответствующую событиям атмосферу в стране. Предстоит много работы, а времени уже не так много, отметил Рауль Хаджимба, открывая совещание. Вопросы безопасности, вопросы сопровождения, вопросы подготовки всех встреч и что на этих встречах будут. Я просил бы администрацию президента, в первую очередь, сегодня уже начать нужно формировать списки приглашаемых людей. Министерство обороны готовит медали к 25-летию Победы, но документ, утверждающий медаль, еще не принят парламентом. Рауль Хаджимба подчеркнул необходимость принятия закона об утверждении медали за победу, автором которого является Валерий Гамге. В недельный срок Министерство обороны также должно представить план по организации военного парада. Министерство обороны должно представить свои планы мероприятий, а планы мероприятий они должны заключаться в количестве коробок, в количестве техники, какое необходимое количество обмундирования, какие средства необходимы для того, чтобы мы уже сегодня начали бы решать эту задачу. Все это должно быть в кратчайший срок сделано. По всей республике в юбилейный год должны пройти образовательные, культурные, спортивные и другие мероприятия, посвященные праздничным датам. Все организации в кратчайшие сроки должны представить план, подчеркнул президент. На сегодняшний день план мероприятий представили только Министерство образования и АГУ. Вопрос места проведения концерта 30 сентября также пока не решен. Как сообщила министр культуры Эльвира Арсалия, мероприятия, посвященные юбилейным датам, начнутся 16 марта проведением вечера реквиема в Абхазской госфилармонии. Это будет очень большой масштабный концерт, и мы предполагаем, что будет первая часть выступления официальная и уже концертная часть будет вторая. По поводу Дня международного признания у нас мы просто отрабатывали с Министерством культуры России, мы ждали от них информацию, мы ее получили. И сегодня можем сказать, что 26 августа к нам приедет, академический русский народный хор имени Пятницкого. Они присылают, это большой, известный коллектив, который выступит у нас. Мы тоже предполагаем это сделать в филармонии, потому что выступление такого академического коллектива предполагает техническую какую-то поддержку, которая у нас есть там. Рауль Хаджимба поручил главам районных администраций привести в порядок памятники погибшим в Отечественной войне народа Абхазии и прилегающие к ним территории. Президент также дал указание обратить внимание на санитарное состояние городов и районов страны. Начиная с государственной границы по реке Псо, вдоль трассы, дороги и обочины в городах и районах должны быть в надлежащем виде. Должен измениться и внешний облик столицы. Все места активного посещения людей должны быть в первую очередь приведены в порядок. Все до единой травинки должно быть вычищено. Парк Славы, площадь, могила первого президента. Все это должно быть приведено в порядок. И дорога на Эшеру. Будет стыдно, если нам по этим ухабам придется туда ехать. Поэтому приводите в порядок уже сегодня все. Все министерства и ведомства, задействованные в праздновании 25-летия Дня Победы и десятилетия международного признания независимости Абхазии, должны представить планы мероприятий к концу следующей недели. Ректором Абхазского государственного университета вновь избран Олег Угварамия. Его кандидатуру единогласно поддержали представители расширенного состава ученого совета АГУ. На мероприятии присутствовал президент Рауль Хаджимба. Репортаж на Алыковой.
Профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной академии наук Олег Угварамия в начале заседания ученого совета подвел итоги работы университета за последние 5 лет. В своем выступлении ректор АГУ отметил необходимость принятия закона об Абхазском государственном университете как о национальном высшем учебном заведении и о принятии государственной целевой программы развития университета. Опираясь на накопленный опыт и имеющиеся интеллектуальные и материально-технические ресурсы, считаю необходимым принятие закона Республики Абхазия о Абхазском государственном университете как национальном высшем учебном заведении. Примеров здесь много. Московский университет, Санкт-Петербургский университет, Приднестровский университет, Юго-Остинский университет и другие университеты. Целевая программа развития университета, работа над которой уже начата в отчетный период, должна быть завершена в ближайшее время. Она станет основой дальнейшего поступательного развития вуза. Сегодня в университете функционируют 44 кафедры. Для сравнения, в послевоенное время их было 17. В АГУ действует 5 научно-образовательных и культурных центров. За последний 5-летний период было защищено 7 докторских диссертаций и 8 кандидатских. Показатели успеваемости находятся на уровне 50-60%. Ректор выразил уверенность в возможности улучшить эти показатели. Этому будут способствовать отремонтированные учебные корпуса, оснащенные лаборатории, а также возобновление работы библиотеки. Выразил уверенность он. Гварамия поблагодарил президента Абхазии за финансовую помощь в создании в вузе собственной полиграфической базы. Рауль Хаджимов, в свою очередь, отметил заслуги Олегу Гварамия и в сложное послевоенное время. Обращаясь к вам, в этом я не сомневаюсь, то, что вы поддержите своего руководителя и пожелать ему на будущие года еще больших успехов. Все наши усилия будут нацелены на то, чтобы университет, как было здесь сказано, чтобы от эпохи выживания, стабилизации пришел к процветанию. По итогам тайного голосования на расширенном заседании ученого совета ректором единогласно был вновь избран Олег Угварамия. Президент Рауль Хаджимба поздравил Олега Алексеевича с переизбранием на должность ректора Абхазского государственного университета. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На очередном заседании клуба избирателей, организованного по инициативе общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, сегодня обсуждали детали предстоящих выборов президента России. В нашей стране будет образовано 20 избирательных участков. Они будут работать в день выборов 18 марта с 8 утра до 20 часов. Всем, кто состоит на консульском учете, будут разосланы именные приглашения для участия в выборах. А журналистам для освещения процесса голосования придется соблюсти ряд правил. Нисфа Аршба расскажет подробнее. Клуб избирателей заседает в разном составе каждую среду. Здесь говорят о деталях предстоящего голосования на выборах президента России. В этот раз говорили о списках голосующих, правилах освещения всего выборного процесса представителями СМИ Абхазии и заполнения бюллетеня. Принять участие в голосовании может каждый, имеющий право голоса и удостоверение личности гражданина Российской Федерации. На основании такого документа он будет внесен в список избирателей. В случае, если в основном списке вашей фамилии нет, данные внесут в день голосования уже на избирательном участке. ЦИК России открыл горячую линию, на которую может звонить с вопросами любой желающий. Очень важно повысить избирательную явку в этом году. Это очень важный, серьезный период для Российской Федерации. Если, например, в 2012 году на выборах явка составила более 80%, то в 2016 году она была всего более 20%. Для того, чтобы повысить явку и продолжать работать с информированием населения, посольство Российской Федерации будет рассылать именные приглашения, начиная с сегодняшнего дня, при помощи нас и при помощи вас, гражданам, которые состоят на консульском учете.
Вне избирательного участка голосовать смогут лишь по двум причинам – болезни и инвалидности. Для них будут организованы мобильные группы. А вот сам процесс заполнения бюллетеня кардинально отличается от привычного. Вместо вычеркивания фамилии в документе предлагается сделать лишь отметку в квадратике напротив фамилии вашего кандидата. Традиционно в Абхазии голосуют каким образом? Вычеркивают кандидатов. В России немножко по-другому. Там нужно поставить в квадратике любой значок. Вот агитационный плакат, любой значок ставится. В противном случае ваш бюллетень будет недействительным. Все представители СМИ должны соблюсти ряд процедур, чтобы иметь возможность попасть на участок и следить за ходом голосования. Есть определенная процедура аккредитации. Просим вашей редакции направить в ближайшие от вас участки информацию о ваших выездных группах, кто из журналистов будет присутствовать. Самим журналистам в день голосования они должны обладать направлением редакции или так называемым редакционным удостоверением, паспортом, чтобы могли бы сличить. Досрочное голосование также предусмотрено. С 4 марта смогут проголосовать военнослужащие. Соответствующее разрешение ЦИК России уже есть. О встречах кандидатов в президенты России с избирателями в Абхазии у посольства информации нет. Таких заявок пока не поступало. Также нет информации по наблюдателям, которые должны получить аккредитацию в Центральной избирательной комиссии России. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Абхазии были подведены итоги подготовки вооруженных сил за февраль и поставлены задачи на март 2018 года. Расширенное заседание в оборонном ведомстве прошло под председательством министра Мираба Кишмария. С основным докладом выступил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба вооруженных сил Адгур Квициния. Все мероприятия по подготовке войск за указанный период обучения выполнены, сказал он. Обеспечен процесс обучения войск на уровне, гарантирующем их способность вести боевые действия в различных условиях. На заседании были заслушаны доклады командиров воинских частей и отдельных подразделений Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны. В 1991 году Верховным Советом Абхазской АССР был принят закон о Центральном банке Абхазской АССР и о банках и банковской деятельности в Абхазской АССР. С тех пор 28 февраля в Абхазии отмечают День банковского работника. Символично, что именно в этот день Союз журналистов Абхазии и Национальный банк подписали положение совместного творческого конкурса на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ. Впервые подобный конкурс был презентован ровно год назад, 28 февраля 2017 года. Его итоги были подведены совсем недавно, в День работников средств массовой информации Абхазии. Конкурс показал, что тема банковской сферы интересна, поэтому Союз журналистов и Национальный банк решили продолжить проект в этом году. Благодарим все СМИ республики, которые обратили внимание на и освещали тему банковской деятельности в Республике Абхазия. А здесь у нас происходят очень интересные события, интересные процессы, очень интересная динамика. Из интервью, из ваших публикаций знаем, что процесс доверия граждан, количество по вкладам, которые происходят, эта динамика, которая имеет место, это все говорит о том, что мы здесь какой-то, не знаю, кто сможет вычислить и посчитать, но какой-то процент нашего участия, вашего участия, участия журналистов в этом деле присутствует. Очень приятно, что проект, который начинался в прошлом году, во всяком случае, как мы планировали, так и получилось. Сообщество журналистское очень активным было в вопросах развития банковской системы. И как вот говорилось только что, безусловно, и Банк Абхазии, и Сберегательный банк, они на данном этапе проводят большую работу, вы знаете, по оздоровлению
сберегательного банка. И хотелось бы, чтобы наши граждане понимали те процессы, которые происходят. Ведь умалчивание проблем, оно как бы создает еще больше домыслов, разговоров и ухудшает и без того сложную ситуацию. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши граждане понимали, какие процессы происходят, с какими сложностями сталкивается система и какие определяются, очерчиваются пути выхода из ситуации. Национальный банк Абхазии активно сотрудничает не только с журналистским сообществом нашей республики. В этом году усилена работа над сайтом банка, а в некоторых зарубежных изданиях появились публикации, рассказывающие об эмиссионной деятельности главного банка страны. Вот через такие издания, через сотрудничество и с российскими СМИ мы также хотим, чтобы Абхазию знали больше. Хотя у нас нет национальной валюты, которая входит в обращение, но тем не менее Банк Абхазии имитирует памятные инвестиционные монеты. И через представление монет мы ведь не просто как бы монету представили, но через представление монеты идет экскурс в историю Абхазии, как бы решаются две задачи одновременно. Мы популяризируем и Банк Абхазии, и его эмиссионную деятельность, в том числе и монет, а также знакомим российских читателей с историей Абхазии. Что касается конкурса, то в этом году на рассмотрение жюри будут также приниматься публикации не только о проблемах и новшествах в банковской сфере, но и о работниках банков и людях, посвятивших этой деятельности всю свою жизнь. В конкурсе предусмотрены 3 номинации, по 2 премии в каждой. Участвовать в нем могут представители всех СМИ, принимаются материалы любых жанров на абхазском и русском языках. Сегодня же в парламенте Абхазии состоялась встреча депутатов Народного собрания с представителями банковского сообщества республики. Во встрече также приняли участие представители прокуратуры и службы судебных исполнителей. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр поздравила коллег с профессиональным праздником, пожелала процветания и успехов. Такого рода встреча на площадке парламента проводится впервые, и посвящена она обсуждению проблем банковской системы Абхазии, путей их решения и перспективам развития с учетом реалий. По словам Натальи Смыр, такие встречи будут проводиться регулярно. Это первая встреча, которая даст возможность и вам, и нам взаимодействовать, потому что это просто необходимо. Мы же прекрасно понимаем, что вообще в целом банковская система – это двигатель экономики, это возможность развития экономики, это возможность получения, развития малого и среднего бизнеса путем получения дешевых кредитов или долгосрочных кредитов. Не имеет значения, но роль банков в области развития экономики государства, я думаю, занимает очень важную роль. Накануне в Русдраме с большим успехом прошел показ кинопроекта «7 новелл» Михаила Лакарба. Многочисленные зрители, в числе которых был президент Рауль Хаджимба, восторженно приняли работу режиссеров и актеров. Успех проекта дает повод надеяться на возрождение абхазского кинематографа. Премьеру киноальманаха «7 новелл» Михаила Лакарба абхазская публика ждала давно. Зрители начали собираться в фойе театра задолго до начала показа короткометражных фильмов. У них была возможность лично пообщаться и сфотографироваться с актерами и режиссерами. С самого начала здесь создалась особая атмосфера. Зрители понимали, что становятся частью чего-то действительно важного и интересного. Посмотреть новеллы пришел и президент республики Рауль Хаджимба. Что касается фильмов, то режиссеры постарались отразить в них именно тот посыл, ту культуру, воспитание и обычаи, которые были заложены в новеллах. По их словам, делалось это для того, чтобы люди могли воспринимать их параллельно с произведением. Они считают, что так новеллы стали более интересны и понятны тем, кто их даже не читал. Главную женскую роль в новелле «Пушинка» режиссера Вячеслава Облодия сыграла 16-летняя Амрат Бар. Сюжет фильма повествует о многолетней дружбе между Манчей и Шаудыдом. Но в один момент один из главных героев влюбляется в жену друга Шазину и убивает его. Спустя какое-то время, уже будучи мужем Шазины, Шаудыд рассказывает ей правду. Девушка не смогла простить предательство и убивает его. Женская роль в этом фильме, безусловно, сложная, но Амра сумела вжиться в образ главной героини. И, конечно же, было трудно вжиться в эту роль, но благодаря Славику я справилась. Учиться на актерском я не хочу, но как-то, наверное, продолжим.
Достаточно необычный подход к произведению был у режиссера фильма «Меня зовут Махаз» Инара Нормания по мотивам новеллы Лакарба «Друзья». Образы героев и кадры старого Сухума сумели впечатлить практически всех в зале. Еще одной его особенностью стало то, что за весь фильм герои не проронили ни слова. Илона Хварцке – режиссер одной из новелл. Фильм «Ведьма» повествует о жизни в маленькой деревушке. Местные жители верят в существование нечистой силы, но с этим не согласна городская девушка Цаба, которая приехала к бабушке. Пытаясь доказать обратное, она направляется на могилу той самой ведьмы. Утром Цабу находят без сознания. Люди обеспокоены, ведь теперь девушка накликала беду на дом. Илона Хварцке рассказала более подробно, как проходил съемочный процесс и удалось ли воплотить все задуманное. В целом я довольна, как и все режиссеры, результатом. Конечно, есть куда стремиться, есть куда расти, и то, что мы сегодня сделали, это первый шаг к тому, чтобы и дальше развивать кино здесь. С актерами было работать комфортно, я считаю, мне повезло, потому что собрались профессионалы, собрались люди, которым тоже это было интересно делать, и мы, как одна команда единомышленников, я думаю, что справились. 7 новелл в короткометражных фильмах на абхазском языке в общей сложности длились более 2,5 часов. Для компании Amobile, поддержавшей проект с самого начала, он является одним из самых масштабных. Для нас в Amobile проект «7 новелл» является особенным. В первую очередь потому, что поддержка талантливых режиссеров – это ценная инвестиция в развитие общества и государства в целом. Сегодняшний вечер является праздником абхазского кинематографа, и нам очень радостно быть частью такого уникального проекта. Небывалый ажиотаж накануне премьеры и волнительная, активная реакция гостей говорит о том, что создателям фильмов удалось достучаться до сердец зрителей, а это самая главная награда. Большое впечатление у зрителей вызвал фильм режиссера Наура Гармелия «Братья». В фильме рассказывается о взаимоотношениях двух братьев, в которых сыграли актеры Саид Камкия и Вадим Абухба. Практически все действие картины разворачивается на скале. Финал действия трагичен. Старший брат убивает младшего. Мнение зрителей оказалось неоднозначным. Если одни говорили, что фильм безупречен, то другие находили недочеты. Есть вещи, которые до глубины души достают, а есть еще бы вот так задумаешься, вот там бы другую мелодию, другую. Например, вот последний фильм сейчас, что мы смотрели «Братья», там явно вставлена музыка, песня не то, которого надо было, не песня о ранении, а песня о скале. В общем, отличная. И это наше будущее. Сегодня только начинают наши ребята, молодые режиссеры. Дай Бог, чтобы в дальнейшем помогали им, и они стали лучшими. В съемках были задействованы преимущественно молодые актеры и режиссеры. В их числе режиссеры, которые закончили вузы за пределами Абхазии и, вернувшись на родину, делают все возможное, чтобы возродить абхазское кино. Главную роль в фильме «Неудачный момент» сыграл актер молодежного театра Аслан Ангваб. Режиссером другого фильма «Гость» стал Джану Цурцумия. В фильме «Отец» режиссера Тимура Квиквискири было задействовано порядка 20 актеров. Картина повествует о молодом человеке Ардашине, роль которого сыграл актер молодежного театра Аляс Авицба. Роль отца в фильме исполнил Кесо Хагба. Зрители на одном дыхании смотрели фильмы. Все они в один голос отмечали: это самый масштабный кинопроект за все послевоенное время. Игра актеров, костюмы, образы – все это давало возможность окунуться в атмосферу описываемых событий. Успех проекта должен послужить толчком для развития кинематографа в Абхазии. Этот факт отметил президент. Думаю, что это для нас новое. Если у нас ожил театр, и русский, и абхазский, то я думаю, что то время, которое было затишьем, сегодня, по-моему, пробудилось. И это совершенно новое для нас. И я не сомневаюсь в том, что это будет иметь продолжение. После просмотра фильмов у зрителей была возможность заполнить брошюры и выбрать лучшего актера, режиссера и лучший фильм. Представители компании Amobile отметили, что режиссер, чей фильм наберет больше всего голосов, получит грант на съемку нового фильма. Зария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
По итогам зрительского голосования гостей премьеры 7 новелл победил фильм «Отец» режиссера Тимура Квиквискири. Он и удостаивается гранта А-Мобайл на съемки новой картины. 8-й республиканский фестиваль оркестров народных инструментов Абхерца пройдет в первый день весны в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. А сегодня в рамках фестиваля в Сухумском государственном училище культуры состоялся мастер-класс заслуженного художника Республики Адыгея, преподавателя по классу традиционный двухструнный шичепшин Замудина Гучева. Алика Трапш пообщалась с мастером и студентами училища. Замудина Гучева называют народным мастером, так как ему удалось исследовать и возродить древнюю технику плетения адыгской циновки, постичь секреты изготовления народных музыкальных инструментов, изучить старинное адыгское пение. Сегодня для студентов и преподавателей Сухумского государственного училища культуры он провел мастер-класс об особенностях и методике обучения игре на традиционном двухструнном шичепшине. Зачастую путают народное искусство с традиционным. Народное – это вообще всех времен и эпох, как говорится. А традиционное искусство – это то, что передается от одного поколения другому. И если эта передача есть, значит традиция жива. Адыги, например, любили полностью делать инструмент, кроме верхней деки, из ясеня, груши, ореха, клен. Вот такие породы деревьев. А верхняя дека в старину делали из того же материала. На мастер-классе также присутствовал художественный руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца «Бзабза» Юаз Зубер со своими воспитанниками из Кабардино-Балкарии. Юный адыгский музыкант Дамир Гугов дуэтом с Замудином Гучевым исполнили песню о реке Чхагуаша. Республиканскому центру народного творчества и Сухумскому государственному училищу культуры народный мастер Замудин Гучев преподнес в дар свои книги об игре на народных инструментах. Студенты Государственного училища культуры назвали весьма познавательным представленный мастер-класс. Мне очень понравился данный тренинг. Я узнала для себя много нового про инструмент шичепшину, то, что есть традиционные, модернизированные, нетрадиционные. И хотелось бы, чтобы данные тренинги проводились чаще. А в четверг, в первый день весны, состоится 8-й республиканский фестиваль оркестров народных инструментов Абхерца, посвященный памяти Ивана Кортуа. По словам организаторов, впервые фестиваль пройдет в форме конкурса. В нем примут участие 8 детских и взрослых оркестров, а также вокально-инструментальные ансамбли Абхазии и Кабардино-Балкарии. Основная цель данного фестиваля – естественно, сохранение, развитие и дальнейшее продвижение наших национальных инструментов, привлечение молодежи, любви к этим национальным инструментам, а также взаимообщение культур наших братских народов. 1 марта в 18:30 в Государственной филармонии начнется гала-концерт 8-го республиканского фестиваля народных инструментов Абхерца. Алика Трапш, Саида Гухава, Константин Парулуа. Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем ливневый дождь с грозой, местами с градом и снегом. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 3,8 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.